На этой неделе межведомственная комиссия в составе представителей администрации, Комитета по управлению собственностью и отдела МВД России проводила профилактические рейды в местах массового пребывания людей. Комиссия в первую очередь обращала внимание на соблюдение масочного режима на входах, кассах, размещение информации о необходимости ношения масок, наличие дезинфицирующих средств для обработки рук, а также масок, перчаток на видном для покупателей месте, наличие разметки для соблюдения посетителями дистанции, наличие журналов измерения температуры тела сотрудников, фиксация проведения санитарной обработки помещения. На территории района 29 октября провели рейд по проверке исполнения указа главы Республики Башкортостан за номером 111 о введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан. Нами проверены общественные места, скажем, МФЦ, кредитные учреждения, Сбербанк, автовокзал, торговые центры. В ходе рейда обнаружено, что все проверенные объекты соблюдают масочный режим, клиенты надевают перчатки и маски, соблюдают дистанцию, проводятся санитарно-эпидемиологические требования, ведут журналы измерения температуры сотрудников, назначены в торговых центрах антиковидные инспектора, которые отвечают за своих сотрудников. 23 октября в составе этой же комиссии проведен рейд по проверке объектов общественного питания, а именно ресторанов, баров, кафе, фудкортов и аналогичных объектов общественного питания на предмет ограничения режима работы в ночное время с 23 часов вечера до 6 часов утра. МФЦ, Сбербанк, общественный транспорт и торговые объекты. Практически везде уже прочно прижился антиковидный образ жизни. Дезинфицирующие средства, влажная салфетка, влажная уборка на перила, периодически мы уже сами боимся. Протираем, убираем. Через каждые 2 часа влажная уборка. Есть уборщица. Уборщица приходит 2 раза в день. Утром, вечером, в последующее время кызлар убираются, протирают. Не скажу, что все полы моют. На поверхности. Журналы ведем. Ведем журналы по температуре. Ответственность несу и беру на себя, как руководитель организации, на всех своих девочек по ношению масок, перчаток, температурный режим. В плане болезней, чтобы не температурили, не болели. Насчет покупателей. Также контролируем, чтобы маски одевали, чтобы перчатки одевали. Если даже перчаток нет, просим дезинфицировать руки. Средства на это у нас есть и на первом, и на втором этаже. Боимся, работаем, дай бог всем здоровья, не болеть. Biz mana marshrutlарда бергенде, рейсларга бергенде маска обязательно кидертебиз, пассажирларга маскалар болмаса отуртмайбыз, ушундай закон коюлган бизге. И водительлер рейстен урап кайткач дезинфекция иштейлер обязательно. И пассажирларга да бар дезинфекция иштейлерге. Ошо айтып карап жиберебиз маршрутларны. Подобные мероприятия в районе будут продолжены. Как известно, с 28 октября постановлением Роспотребнадзора по всей стране введен всеобщий масочный режим. Абсолютно все граждане России обязаны носить маски, находясь в общественных местах, в такси, общественном транспорте, на парковках и так далее. Мы убедительно просим илишевцев соблюдать все меры профилактики. Как видим, коварный COVID-19 никуда уходить не собирается. И в таком режиме нам придется жить еще долго. И здесь все зависит от нашей с вами осознанности и дисциплинированности. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».